Поскольку наш ГОСТ, скорее всего, принял правильное решение. Достаточно много национальных диаспор, которые занимаются трудом иммигрантов. Почему правильное решение приняли? Потому что то, что делается с мигрантами, у нас все зафиксировано. Папки и все остальное, заявления, здесь много очень чудесно. Но всегда за документальных фильмов. Это показывает жизнь реального человека. Вы знаете, что у нас снято 4 фильма. Фильм называется «О тайне трагедии. Таджикские трудовые мигранты. Кому невыгодно». Фильм снимали мы этот фильм документальный благодаря наших неопытных журналистов, называем волонтерами, но в общем не были веток фильмов, в общем вообще не было таджикской нации на земле после распада советского государства. В частности, у нас фильм дал свои возможности, свои плоды, и средства массовой информации российского государства сразу к нам приблизились. Их приближение нам дало возможность создать общероссийское общественное движение таджикских трудовых мигрантов. Поддержка была государства нашего российского создать. Потому что около 2 миллионов населения Таджикистана находится сегодня на заработке в России. Из них 30% дети дошкольного возраста и женщины. Это очень большое количество. Почему, когда по телефону я с вами разговариваю, говорю, если мы хотим показать развитой социализм, то уже в истории написано, что это развитой социализм уже нет. Если мы хотим показать, что как мы прекрасно живем, благодаря, что у нас все магазины полные, благодаря, соответственно, олигархов всех остальных, сейчас этих магазинов пустуют. Потому что Запада уже нет. Почему я считаю, что негатив сегодня надо показать сегодня негатив, потому что мы видим самое страшное на нашей земле, на земле советского государства, в частности, нашей любимой России, именно восторжествовал в первую очередь по отношению к мигрантам принцип работы, работа феодала с рабом. И вас всегда бы приветствовал таджикский народ, таджикская нация в том числе, если вы это будете показывать от прибытия самолетом с Таджикистана, соответственно, трудоустроиться этого человека, последующий он попадает, соответственно, в вербовки, и не только в вербовки, которые, например, ОПГ организованы, то есть в их руках, а попадает в те же руки дипломатического корпуса Таджикистана, а попадает в руки работодателей, в первую очередь. Откуда-то работодатели привлекают инвесторы зарубежные. Им выгодно в России работать, не платить заработную плату. Антисанитарные условия. Почему мы говорим о рабстве, вы сами говорите? Человек в рабстве кто? Если говорят, ваши люди не в рабстве, находятся не в рабстве, я говорю, вы извините. Рабом может быть любой человек, не имеющий с собой паспорта, не имеющий легального документа, живущий, соответственно, в антисанитарных условиях, живущий в подвалах, на рынках, в частности, садовод, Люблино. И вот эта память, которая есть, касается, которой, конечно, в итоге кому? Руководству Таджикистана, России, что около 2 миллионов выехавших из Таджикистана, из них на территории Москвы находится более 100 тысяч в условиях антисанитарных, те, что, повторяю фразу, в рабских условиях. Мы предпринимаем меры. Но когда вопрос идет о рабстве, мы видим, что участие в средствах массовой информации, как у них считается, у них клятва, как у любого врача, быть всегда и на первом месте информировать общество. Но как коснется вопрос к таджикам, абсолютно в это время команда поступает непонятно откуда-то, средства массовой информации в России якобы ничего не замечают. Вы обратите на самое главное. Когда-нибудь видели фрагмент, что показывает тела таджиков, отправляются самолетами, умерших, никогда не покажут. Вы видели, когда-нибудь показывает десятка тысяч людей, десятка тысяч в день не получают заработной платы, а последующие годами не знают, куда обращаться. Вы когда-нибудь своими глазами видели, что человек, который выполняет свою работу, обязанности выполнять без договоров, а в вечернее время бросает его в комнату пытки, как в тюрьме, называемые административные здания, где сидят работодатели. Их там уничтожают. Вы видели когда-нибудь по телевизору России наши уважаемые таджикистане, в том числе, когда стреляют среди белого дня, как птичек этих ребят? Вы когда-нибудь видели? А у нас как все есть фрагменты. Вы никогда не видели, когда эту газету мы раздаем, в документальном фильме, если даже 2 человека, против них отправляется 2 автобуса ОМОНцев. Это газета общероссийская, это законная газета. Они должны читать. Вот это все мы говорим сегодня о негативе, который мы должны сами исправить дальше. Что можем сделать? Я готов. Ваши предложения.
предложить членам координационного совета завтра, что со всех сторон помочь вам лично, потому что с учетом того, что у вас есть поддержка, даже финансовый вопрос может решаться Министерством культуры России, я готов в этом предложить, чтобы вам помогли реальную жизнь показывать. Но есть места, которые доступ не имеют и прокурор города Москвы, но там люди находятся. Вот как мы эти вопросы будем с вами сейчас решать, если мы эти места будем показывать? Идет где места за вербовка наших граждан, отправка в Иран из числа трудового мигранта, потому что тема у нас мигранты. Пока мы можем говорить, да, у нас дружба, для этой дружбы была создана ВДНХ. Буквально недавно мы убрали, хотели оттуда, еще не успели установить дипломатический корпус Таджикистана памяти мигрантов. Слава Аллаху, что этого нет уже и не будет. Но своими бумагами, своим заявлением, это памятник убрали у господина Церетели. Нет это памятник. Но посол Таджикистана Имудин Саторевич и его помощник Мухаммад Гамзот двумя руками голосовали без таджикского народа. Поставьте эту крышку таджик, поставьте, дайте молоток, дайте еще веник, и пускай стоит, не замерзнет на территории, соответственно, ВДНХ. Вот и все, если мы сможем с вами решать и судьбу граждан Таджикистана, которые в день собирается по 700 человек около консульского отдела, якобы потеряли документов, ну, может быть, даже какое-то правда, что они потеряли документы, получают новые паспорта. Мы 3 раза, последние 10 лет, 3 раза получили новые паспорта заграничные. И цена уже уходит до $1000 США. У этих людей требуют. Вот это все безобразно мы должны показывать. И показать, соответственно, положительную сторону. Почему? Есть люди, которые сегодня с высшим образованием. Ищут работу, да, но они работают дворниками, ничего страшного. Но они живут не как остальные, как все остальные дворники, они живут в тех же сараях, в тех же брошенных общежитиях, но у них 3-4 образования. И прекрасно владеют русский язык. Мы должны об этом тоже говорить. Но если у нас негатива больше, и власть на это не хочет смотреть, ваш фильм документальный дает возможность нам дальше исправить. А если вы покажете хорошего, завтра ваш фильм посмотрит представитель миграционной службы России в главе Рамадановский, он говорит, видите, как хорошо живут наши мигранты. Тогда они не будут работать. Мы все против нелегальных мигрантов. Зачем нелегальных мигрантов? Потому что здесь мы приехали, в той стране, где открыта для нас граница. Защищаем интересы российского государства, наши гражданственные. И Россия защищает интересы Таджикистана там, как, соответственно, первую очередь свои интересы в стратегическом направлении, и находится военная база 201 людей. Но мы видим, что рабство продолжается. Рабство оно связано с внешним, значит, называемой организованной преступной группой. Это все происходит в наших глазах. Это происходит в нашем столице Шурави, Советский Союз, Москва. И об этом достаточно есть много материалов, которые мы неоднократно и в нашем газете, и в журналах, везде, и обращения довели до руководства и Таджикистана, и России. Но нет каких-то сдвиги с мертвой точки, не уходит. Значит, нет, соответственно, реакции сегодняшнего руководства. Почему? Потому что мы всегда говорим, что в любом, значит, системе, в том числе иммиграционной, существует, что, значит, как слово озвучили везде, это коррупция. Коррупция, что это враг и таджика, и враг российского народа. Вот если будем об этом мы с вами говорить, вы еще, может, и ясность сейчас будете видеть. Тогда наши волонтеры готовы, что почувствовали и наши трудовые мигранты, в частности в Москве, что в ближайшее время с вашей командой вы можете быть в гостях наших трудовых мигрантов, те места, когда давно они не видели представителей СМИ, и нас в том числе не видели. И мы наравне с вами будем двигаться. В случае препятствий со стороны, значит, охраны всех остальных, благодаря вас и Министерству культуры, мы получим разрешение, и как законопослушные, дальше будем это все снимать. Если они не будут пускать нас, тогда необходимо будет от вас, что действительно эти вещи, которые сегодня озвучены сегодня, то, что делают при СМИ, говорю, да, при средствах массовой информации, будет доведена благодаря вас другим журналистам, которые более сильны, в частности, господину Соловьеву, пора уже показать положение трудовых мигрантов, поменьше говорить о Южной Украине. Там ситуация сложная, мы знаем. Там надо помочь нашему русскому народу, и мы так помогаем, гуманитарный помощь отправляем. Поэтому совместно, вот если вы готовы к развитию нашего дальнейшего сотрудничества, мы готовы к вам дать несколько помощников. И в том числе наша газета «Голос Таджикистана». Вы увидите, что данная газета запрещена в большинстве местах России, где люди в рабских условиях получения или ознакомиться с нашим содержанием нашего газеты. Запрещено. Поэтому об этом тоже надо говорить.
Если у нас сюжеты хорошие, можем отдать даже. Я думаю, что наши журналисты, наши представители волонтеры в этом тоже вам поможет. Поэтому я вас слушаю, если вы готов. Если что-то новое скажете про ваши фильмы, потому что я посмотрел там Узбекистан, якобы там уже начали, вы с мая месяца работаете уже. Да. Вы по 31 там, января, так понял, да, 2015 года. Это условный срок для того, закончить случилось. Закон, да. Потому что мы сняли очень много фильмов, и знаете, первый Черкизон, второй Черкизон, третий Черкизон. Ну, судьба нашего народа, знаете, когда мы приехали, ничего не было. Монголы поле вот так начали. Как после, допустим, Борис Николаевич Ельцин взял власть в свои руки господин Путин. Ничего не было в стране. Все было ограбено, все, ничего не было. Ровно. Мы также пришли сюда, без каких-то грантов, без культурного, без всего, мы пришли сюда. Я думаю, не исключен, что вы не хуже, чем Соловьев. Не хуже. У вас есть достаточно, но у вас он считается как крестный отец среди журналистов, более талантливый человек. Нет, дискуссию надо. Возможности другие. Да. Я надеюсь, что наш народ увидит правду о всех происходящих на Черкизоне, тогда эти были. И благодаря вас нынешней созданной базы садоводы Люблино, где более 10 тысяч граждан Казахстана находятся в условиях рабства. Они при любом, значит, их интервью, их начинают в тот же, значит, преследовать в законе России и в законе Таджикистана. Нам жалко детей, это не молодые дети. Поэтому наша организация будет добиваться к тому, что ни один, ни американец, ни англичанин плохого о России не думал. Мы это все негатив уберем, благодаря вашей фильму, и дальше вместе будем уже двигаться. Знаете, я не вижу никаких противоречий. По структуре фильма, вообще по задаче, нужно показать условно 5-6 новелл, там, по 10 минут, может быть, будет. Но это должны быть конкретные истории люди, не рассказанные в интервью, как бы, а вот со мной был, а вот со мной. А вот здесь, сейчас. Вот сейчас он работает, не знаю, условно, человек на садоводе, вот он живет в этих условиях, это показывает, в каких условиях он живет, как он ходит на работу, как он ест, как он пьет, как он звонит домой, там, как он выплачивает зарплату. Вот это вот жизнь. То есть некоторая такая этих историй, новелл, вот, они должны быть разные. Кто-то приехал учиться, это правда. Кто-то приехал учиться, работает дворником, старается строить свою карьеру в географии. Я на месте, я на месте. Я сейчас снимал одного парня, он актер. Он работал и на «Газели», вот, и в свободное время вот, и в сериалах он играл, и пытался продвигаться в театр, его взяли. Он сейчас уже в СИЗО сидит, потому что он в ДТП попал. Вот. Ну, в общем, тем не менее, все равно, вот это его мечта. Мигрант, но таджик, да. Он, таджик из Душанбе. То есть вот все равно это его мечта, он профессиональный актер, учился в Душанбе, он там в театре играл, молодежный театр. Вот, и в любом случае его как вот какая-то мечта. Человек рождается для того, чтобы у него сложилась жизнь, правильно? Он рождается все завершить. Все сложности, которые с ним происходят, все эти беды нужно снять. В общем, нужны такие истории людей. Может быть, кто-то приезжает, я не знаю, вот как это. Жена приезжает искать мужа сюда тоже. Бывает же, люди теряются, я понимаю, вообще теряются телефон, нет никакой связи, да, люди как-то могут, не знаю, дочь отца ищут, еще что-то. То есть какие-то такие истории. Вот нужны вот эти живые истории, я говорю, связанные с садоводом, я не знаю, к сожалению, так построена система. Печальная история для вас, когда покажете, что можно будет. Что приезжают таджики в Россию, а что назад с собой собирают. Они назад собирают или больного инвалида, или, соответственно, собирают с собой тело, которое называют груз 200. И мы не говорим, в этом Россия виновата, сразу говорю. Виновата сегодня система, которая создана. Мы не знаем, как руководить страну после распада советского государства. В частности, ту систему, которая прекрасна была для человеческой жизни, мы его нарушили. Мы шли на поводу Запада, а сейчас расхлебаем все вместе. Поэтому люди готовы сами сотрудничать. И если крайне у вас сюжет маленький, делайте несколько сюжетов, снимайте ваши там журналистами, мы готовы помочь. Фильм часовой, я говорю просто, он может быть состоять из... Достаточно 3 минуты, это человек разговор для вашего фильма достаточно. Да. Вот я говорю, что мне нужны какие-то конкретные судьбы, вот, которые здесь сейчас происходят. Очень много. Вот я говорю, вот посмотрите, вот это очень много. Это видите, это все, вот, это все, вот это что ущемление прав граждан. Это ущемление прав граждан, все то, что написали. Да, это все именно ущемление, в частности, и садовода. Мы видим судьбу. Но что делает прокурор? Я когда получаю бумагу, ответ, вот эта газета вот наша, посмотрите, вот судьба написана все, вот, когда провели вот, господина посла, фотографии, видите, вот эту газету. Газету раздают, да черт с ним своими фотографиями. А охранник берет у таджика газету, знаете, куда делает? Посла Таджикистана заворачивал вот так и бросил в мусор. Да не меня он бросил.
Он дипломат, первый человек таджика, который Имамадин Саторича, они бросили в мусорную свалку. Он должен был ноту написать среди ночи. Потому что он ознакомился с этой газетой и говорит, что вы делаете? Неужели мы назначаем послов для того, чтобы последовать сфотографировать и бросать их в мусорный ящик? Могу только сказать, что в любом случае за такое отношение Россия хорошая страна. Это хорошая страна. На самом деле люди за это поплатятся, это просто не понимают. Обычно в истории всегда, когда относятся к какому-то плохому народу, это всегда все. Дойти в дом, в масках, разбить и сказать, почему вы раздаете газеты. Это все происходит сегодня в наших глазах. Когда мигрант видит, что по отношению духовного лидера такие делают, он никогда не собирает даже ну убейте его, даже полуживым будет, он не будет давать показания. Он боится нашей камеры сегодня. Потому что я не говорю, что везде у нас хороший чистоплотный журналист. Но я вас почему-то вот начал верить в это направление, поэтому попросил Антонину Варяна и нашего, когда присутствовал сегодня наш разговор. Ваши контакты у нас есть. Мы готовы начать. Система так построена, человек не может легализоваться нормально. Я думаю, все бы хотели, кто приезжает, спокойно платить налоги, регистрироваться и все. Но они не могут, потому что патенты не дают возможность устроиться на работу нормальному человеку, лучше участвовать. А решение работы дорого и для работодателей невозможно, и для сотрудников. Получается, система построена то, что все собирали. А какие отношения ваши, по тем мере, которые предпринимают представители власти по отношению к иммигрантам? Сейчас они обязаны вызвать адвоката, переводчика, когда суд рассматривает. Вот это все отсутствует. И когда людей депортируют, уже наступает час ночи, вызывают судью, всех построили в коридоре и всех депортировали. Он же прилетел, он деньги потратил. Он прилетел к своему государству, называемые отношения дружеские имеющие, не кто-то в Америке. Он потратил деньги на авиакомпанию в пользу России. Приехал, снял квартиру в пользу России, сделал документов законы, и его берет и депортирует. А он брал у Таджикистана деньги, 50 тысяч российскими деньгами в кредит, возвращать должен 100 тысяч. И это все получается. Он здесь сейчас получится на пути к дому, своей зарплаты не мог получить, жаловаться не знает куда. Сейчас начинает жаловаться в ООН, говорит, ты враг России. Жаловался, значит, в конвенции по правам человека, в европейском. Зачем ты жалуешь, это враг России. Ну тогда давайте внутри решим, чтобы врагами не были, если здесь решение принимается. Вот как отношение, вот ваша точка зрения больше? Ну да, здесь ну как, мне сложно что сказать по этому поводу. Ну, я говорю, что это опять такая система. Ну, я ездил в Таджикистан, снимал, иногда ездил в Ливане, снимал. У меня такое ощущение, что все уехали. Все уехали здесь? Все уехали, да. Потому что там одни женщины? Женщины, дети, да, вот там, Чулганский деревня, и женщины, дети, там, и что меня поразило, там один из, здесь на рынке работает и финансирует, там строит деревню библиотеку. Правильно отметили, что в Таджикистане нет маленьких, то есть нет мужского населения. Задача фильма сказать так, как есть. Я думаю, что мне абсолютно будем помогать. Не противоречит. Там уже на вашей совести. Что покажет, того покажет. Мы все покажем. У меня нет заказчика, понимаете. Дело в том, что как режиссер и как руководитель студии, у меня известный режиссер Марина Разбежкина. То есть, в общем, нет как бы заказчика, в смысле, что он должен отчитываться редактор. Ну, поблагодарим нашего товарища тогда, на среду тогда. Если сами увидимся. Ладно, я вас возьму. Берите побольше, да, тогда.